Дорожные работы на участке автодороги Сунжа-Горогорск-Малгобек на улице Плиева в Сунже дали старт нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил глава Ингушетии Махмуд Аликалиматов в своем телеграм-канале. Протяженность обновляемого участка 2 километра 300 метров. Объект должен быть введен в эксплуатацию в конце текущего года, но Минавтодор планирует досрочное завершение работ в соответствии с нормативными требованиями. В этом году в Ингушетии планируют обновить порядка 70 километров автодорог в рамках реализации нацпроекта. Страховые пенсии проиндексируют на 9,5% задним числом уже с 1 января 2025 года, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Соответствующая доплата будет перечислена в феврале. Он напомнил, что с января текущего года планировалось повысить страховые пенсии на 7,3%, то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался. Путин также предложил проиндексировать социальные выплаты и пособия в этом году тоже на 9,5% с учетом инфляции. С 1 апреля текущего года также должен повыситься размер социальной пенсии по старости на 14,75%. Инфляция в России по итогам года составила 9,52%. МВД предложило упростить оформление при задержании пьяного водителя. Ведомство подготовило соответствующий проект изменений в КоАП России. Он проходит процедуру общественного обсуждения. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения нужно составить от 3 до 5 протоколов. 2 из них об отстранении от управления транспортным средством и о задержании транспортного средства. В каждом случае обязательно. Анализ правоприменения показал, что составление данных протоколов в ряде случаев избыточно, заявили в МВД. В России из-за раннего потепления клещи могут проснуться раньше, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что на активность клещей влияет увеличение светового дня и потепление. Обычно он начинается в апреле, когда появляются первые проталины. В Роспотребнадзоре также напомнили о мерах предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке. Во-первых, нужно подбирать одежду так, чтобы она не допускала заползания клещей. Во-вторых, использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. В 2025 году в детском лагере «Нефтяник» планируется возвести 2 модульных жилых корпуса общей площадью около 900 квадратных метров, которые смогут разместить 98 детей. Кроме того, на базе лагеря предполагается открытие учебно-методического центра «Авангард». Центр станет местом для изучения основ военной подготовки, организации учебных сборов, военно-патриотических смен, спортивных мероприятий и культурно-исторических программ. В Госдуму внесут проект, которым предлагается дать возможность дистанционно участвовать в общем собрании жильцов многоквартирного дома посредством видеоконференц-связи с использованием ГИС ЖКХ или иных систем электронного голосования. В документе отмечается, что на сегодняшний день, чтобы собрание в многоквартирном доме считалось правомочным, в нем должны принять участие не менее 50% собственников. Однако многие владельцы квартир посетить собрание очно не могут, что не позволяет набрать необходимый кворум для принятия решений. Пушкинскую карту хотят сделать доступной для пенсионеров. С таким предложением выступили в Госдуме. Депутаты считают, что благодаря этой карте пенсионеры смогут ходить в театры, кино, музеи вместе с внуками, а значит принимать участие в воспитании молодежи.